Так, ребята, сегодня у нас последний день наших сборов. Проходят экзамены на старшие пояса, на черные пояса. Примерно это выглядит вот таким вот образом. Жик. Жик. Ассистенты, ребята, там сдающие, до 3-го дана сдают.
Непрерывный обмен ударами в спарринге – главная особенность контактного вида единоборств Киокушинкай карате. Один из самых масштабных тренировочных сборов России в этом виде боевого искусства принимает Алушта. Более 400 спортсменов из 50 регионов России приехали на полуостров, чтобы повысить свой уровень мастерства. Только что началась, пожалуй, самая интересная часть сбора в кумите или спарринге. Своего рода проверка на выносливость, где каждый мастер должен провести по несколько схваток подряд, и их количество увеличивается в зависимости от уровня спортсмена. В одном из самых сложных и жестких разновидностей карате различают степень ученика и мастера. Последнее исчисляется данными, то есть уровнями. Обладатель первого дана в ходе спаррингов проводит по 10 боев подряд, второго дана по 20 и так по нарастающей. После каждого судья объявляет смену оппонента. Пожали руки, поменялись. 7-й поединок. Финальные бои, когда силы на исходе, а руки и вовсе затекли, показывают настоящий дух воина. В это время самое главное – одолеть не соперника, а самого себя, рассказывают каратисты. Но это скорее проверка характера, что ли, продержаться. Характером главное выдержать все бои, не проиграть. По истечении минуты происходит смена соперника. За соблюдением правил следит наблюдательная комиссия. В Киокушинкай запрещены удары руками по голове. За любые захваты тоже следует наказание штрафными очками. Тех, кто провел схватки без нарушений и дошел до конца, награждают более престижным поясом, который по правилам Киокушинкай карате доставляют прямиком из Японии, где и зародился этот вид единоборств. Отшиваются там именные пояса, они написаны где фамилия. Здесь на вашем написано. Здесь написано Международная организация Киокушинкай карате, и здесь вот принадлежность дан и фамилия, имя. Главным противостоянием дня стал спарринг одного из самых известных бойцов смешанных единоборств России Владимира Минеева. Перед титульным боем за звание чемпиона одной из самых престижных организаций страны спортсмен тренируется в Крыму. По прошествии многих лет в единоборствах я для себя открываю киокушин с новой стороны каждый раз и углубляюсь в базовую технику и нахожу в ней то, что мне помогает совершенствоваться как спортсмену, как бойцу смешанных единоборств. Кроме контактных боев, участники продемонстрировали и комплекс основных упражнений. Среди них ката – оттачивание техники ведения боя, и кихон – тренировка базовых навыков. По мнению специалистов, в совокупности это способствует духовному развитию. Прежде всего, победить свои слабости внутренние. Не бойца, который выходит, в сущности, это его партнер и его помощник в преодолении внутренних проблем, внутренних слабостей. Но главное – это воспитание личности. То есть, мне кажется, это самое важное. Дисциплина. Начинаем с дисциплины. Уважение к старшим. Мастера говорят, несмотря на то, что Киокушинкай карате – самый жесткий вид боевых единоборств и был создан в противовес множеству бесконтактных школ, он остается самым популярным видом боевого искусства, во многом благодаря идее воспитания личности. Руслан Минаев, Денис Ноздрюхин и Александр Лукьянов. Вести. Крым.